Уважаемые коллеги, трагедия на шахте Костенко потрясла весь казахстанский народ. От имени Мажилиса парламента Республики Казахстан приносим искренние соболезнования и слова скорби каждой семье. Это произошло спустя всего лишь 2 месяца после аварии на шахте Казахстанской. Очевидно, что такие несчастные случаи – следствие безответственного отношения к своим работникам. Все эти несчастные случаи показывают, что компания все эти годы зарабатывала, по сути, на крови казахстанских горняков. Потому что ArcelorMittal экономил практически на всем. Только по официальным данным, последние 4 года эта компания зарабатывала более 200 миллиардов тенге в год, большую часть из которых она выводила за рубеж. Несмотря на увещевания, попытки договориться об инвестициях в промышленную безопасность, расширение добычи угля, модернизацию всех производств, компания не шла навстречу. Как итог, мы только за этот год имеем 2 аварии, а за все годы присутствия компании в стране сотни погибших казахстанцев и тысячи тех, кто потерял здоровье и остался инвалидом. В нынешней ситуации президент принял единственное верное решение – прекратить сотрудничество с ArcelorMittal. Мы знаем, что люди переживают. К сожалению, страх, который был в 90-е годы, остался до сих пор, что если уйдет иностранный инвестор, то все производство остановится. Это не так. Мы видим, что предприятие может достаточно зарабатывать. Как работник угольной промышленности с 30-летним стажем хочу успокоить земляков. За эти годы у нас выросло достаточно количество социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами. После данной трагедии иного быть не может. Мы считаем, что у нас достаточно своих профессиональных кадров, чтобы самостоятельно развивать данное предприятие. Мы понимаем, что Карагандинский угольный бассейн и сталеплавильный комбинат – это стратегические объекты. К ним привязаны судьбы десятков тысяч наших сограждан. Никто не бросит Караганду, Темиртау, Шахтинск. Особенный упор в дальнейшей работе будет сделан на промышленную безопасность и охрану труда каждого работника. Это должно улучшить положение простых рабочих, которые не должны спускаться каждый раз в шахту, как в последний раз. Горняки и их семьи должны быть уверены в завтрашнем дне. Для этого мы, депутаты, разработали важные поправки в закон по защите охраны труда каждого рабочего, которые направлены в правительство. Законопроектом предлагается усиление государственного контроля в лице инспекции по промышленной безопасности и инспекции по труду. Как вы знаете, безопасность казахстанцев, защита их трудовых прав остаются всегда на заднем плане. Сегодня в стране насчитывается всего лишь 260 госинспекторов по промышленной безопасности. Этого явно недостаточно. Правительству надо подумать над усилением контрольных функций по обеспечению безопасности рабочих на производстве. Кроме того, пришло время снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий по всей стране. Мы продолжаем вести работу также по снижению пенсионного возраста для всех, кто занят на опасных и вредных производствах. Президент лично в послании народу Казахстана уже обозначил важность решения данного вопроса. Также отдельным вопросом стоит придание особого статуса Институту профессиональных заболеваний и гигиены труда. Завершая, хочу сказать, что имена всех погибших наших сограждан мы будем помнить всегда. По поручению президента каждая семья и их дети будут получать всю необходимую помощь ровно столько, сколько потребуется. Лучший способ увековечить память о них – это сделать производство безопасным. Чтобы каждый горняк знал, что сегодня он вернется домой к семье живым и здоровым. С уважением, депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан.